вся нижется дело согрешения, прямо обычным твоим человеколюбием, презирая ему ей все содеянное, оставляя неправды и превосходя беззакония. Ты боекал, если, Господи, хотением не хочу смерти грешника, но яко же обратиться и живу быть ему. И яко 70 седмиц оставлять и грехи. Понеже яко величество Твое беспрекладное и милость Твоя безмерная, а что беззаконие назовешь, кто постоит. Яко Ты, си Бог кающихся, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Господи Боже, спасение рабов Твоих, милости и щедрый, долготерпеливый, кается о наших злобах, нигде смерти грешника, но еже обратиться и живо быть ему. Самый ныне умилостивися о рабе Твоем, рабе Твоей, и подашь ему ей образ покаяния, прощения грехов и отпущения, прощай ему ей всякое согрешение, вольное же и невольное. Пойми и соедини его, ее, святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем. С ним же Тебе подобает держава и великолепие, ныне и присно, и во веки веков. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит Ти, чадо, вся согрешения Твоя с недостойной властью мне данную, прощай и разрешай Тебя от всех грехов Твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Pazite tukaj češka. Тело и кровь Христова, во оставление грехов.
Равно от нас. Обещается рабу Божий, делай языка и слова, во оставление грехов. Обещается рабу Божий, Габриэл, делай крови Христовых, во оставление грехов и в жизнь вечную. Обещается рабу Божий, Снежана, делай крови Христовых, во оставление грехов и в жизнь вечную. Делай крови Христовых, обещается во оставление грехов. Обещается рабу Божий, во оставление грехов. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Обещается раба Божья, вспомним, делай крови Христовых, во оставление грехов и в жизнь вечную. Обещается раба Божья, делай крови Христовых, во оставление грехов и в жизнь вечную. Обещается раба Божья, вера, делай крови Христовых, во оставление грехов и в жизнь вечную. Обещается раба Божья, Яко делай крови Христовых, во оставление грехов и в жизнь вечную. Вербицу. Снимала такую вербицу, как тут красиво. Престолни меѓу апостолите и учители на Вселената, молете го, владете во насите, да и даде мир на Вселената, а на нашите души милост голема. За много години. Значи ова е манастир посветен на 12 апостоли. На 12 апостоли. Да. Значи овој манастир се наоѓа покрај Галилејското езеро. Тука поминавме една прекрасна божествена литургија. Бевме многу почестени од свештенството и од монаштвото. Не дозволија да пееме на македонски јазик. Оче наш го кажувавме на македонски јазик и не дозволија и понатаму да соучествуваме во божествената литургија. Секако се причестивме и се наполнивме со благодат и со радост. Еве убавината и на Галилејското езеро, кое што е многу пати спомнувано во Библијата како место каде што се случувале многу настани. Томица? Томислав? Манастирот е руски? Да снимаш да ти кажем. Да. Манастир е грчки. Грчки. И руски е свещеник. Така, затоа... Затоа на нас не беше разбирливо. Да, многу разбирливо беше. Добро, окей. Многу необично дрво. Божествено. Да, наистина све е божествено. Сега одиме и ние на Галилејското езеро. Ке пловиме со брод, иако времето ни е дождливо, благословен дожд. Не пратеше цело утро. Таму се надевам дека и денот празничен цветници ќе го завршиме со трпеза, рибата на апостол Петар.